Мамбеталиев Тюлемиш Иманакунович. Сіздер. Келіңіз. Уважаемые, Конституционный суд, уважаемые участники данного заседания, я хотел бы сказать несколько слов в поддержку нашего требования и, кроме этого, добавить еще несколько слов в части того объяснения, почему мы просим данную норму убрать со статьи 110. Почему? Элементарно. Не каждый здесь сидящий может починить утюг. Не каждый может сшить себе рубашку. И поэтому требовать от рядового гражданина, чтобы он знал нормы законодательные, тогда, когда даже законодатели в одном и том же нормативном акте допускают коллизии. Элементарно. Вот на данный момент 110 статья говорит в пункте 4, что иск о проверке законности подзаконного нормативного права акта подается в суд в течение 3 месяцев со дня, когда из суд стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов. В данном случае наша Асанғожоева действительно узнала о том, что ее законные права на земельный участок, соответствующий данному комплексу, имеет измерение 4,9 гектара, а не 3,4 гектара. Более того, при проверке этого на основании заключения Иссык-Кульской экспедиции государственного предприятия Крыз-Дер-Долбору мы узнали, что данный земельный участок не является муниципальной собственностью, то есть допускается еще вторая часть, второе грубое нарушение земельного законодательства в праве предоставления земельного участка. Почему? Потому что они предоставляют данный земельный участок как муниципальный во временное пользование, в то время как этот земельный участок не являлся муниципальной собственностью. И поэтому на данный момент допущенные эти нарушения были выявлены до предъявления иска о устранении административного акта. И поэтому я считаю и поддерживаю своего коллегу, что восьмая часть статьи 110 лишает граждан на восстановление своих законных конституционных прав. Более того, еще в 2019 году, 2016 году, 17 февраля, Конституционная палата Верховного суда вынесла в своей мотивировочной части, пояснила, и последующих от 11.09.19 года, 21.10.20 года, 24 января 2018 года, 1 ноября 2018 года, 26 июня 2019 данный материал о том, что ограничение граждан в обращении за судебной защитой это является нарушением их прав, и причем эти права защищаются Конституцией Кыргызской Республики. И поэтому я считаю, что настало время привести в соответствие с Конституцией Кыргызской Республики данную статью административно-процессуального кодекса. У меня все.